Сейчас люди вернутся, придут. Ну и смотри, я временами буду к тебе прижиматься, потому что там чуть ускоряю. Все, Если что, меня не пугайся. Все, я. Так, здесь нам будут, если что, вопросы писать. Ага. Пару секунд подождем еще. Всякие. Так. Вес 64 килограмма? А ты в каком? 62. О, ничего себе тебе добавил. Я 77 Ну, это килограмм просто- весил на 62. Я смотрел ваш у Анны Лохвицкой в 2015 году. Ты, Стас, там еще пацаны были же на радио, помнишь? Там ты сказал 65, 66. 66 тогда ты был. Но я взял 2 минуса, надо было вообще 4. Да, ничего. Так, думаю. Так, с первого вопроса, Малайзия, как получилось то, что... Этот давай вопрос начнем. вообще... Добрый вечер, дорогие друзья! Рады приветствовать вас в прямом эфире нашей рубрики «Эфир с гостем». Поприветствуйте, пожалуйста. Сегодня у нас очень необычный эфир с чемпионом мира по панкратиону 2015 года, уроженцем аула Инжиччукун Анзором Цековым. Анзор, салам алейкум. Очень-очень признателен тебе, что ты посетил наш эфир, тем более, что ты буквально через неделю отправляешься в город Грозный на турнир в Ахмат Fight Club, если я не ошибаюсь, Да. правильно? Ну, давай начнем наш эфир, Сразу стоит отметить, что сейчас у Анзора очень усиленный режим тренировок, как вы понимаете, как говорят спортсмены, они сейчас гоняют вес. И насколько уже до эфира Анзор со мной поделился, ты гоняешь вес до 62 килограмм, Да. правильно? И стоит отметить, что пару месяцев назад мы виделись, он весил 75, что ли, как-то так. В общем, Ну да, 70. грубо говоря, 12-15 килограммов Анзор уже согнал, поэтому надо его еще больше поддержать. Как у тебя вообще самочувствие? Давай начнем с этого. Чувствую, алхамдулillah, нормально сейчас. 4 килограмма осталось. Ну ничего, нормально все будет, я думаю. Нормально. Так, 4 килограмма, говорит, осталось, Анзор. Ну, не будем тогда затягивать, сразу же приступим. Ну и первый вопрос, Анзор, поделись, пожалуйста, с нами. Как получилось, что ты принимаешь участие в этом турнире? Пару слов о турнире и твои ожидания, соответственно. Ну, если честно, с тренер заявкой там Ахматов на одобрить Рачпат. Ну, суетить Рачпан с тренера, одобрить Рачпан, подписаться Рачпат. И бой вот так предложить Рачпан. Вы подали заявку, Да. значит. Отлично. И какие у тебя ожидания? Ну, хабшибалы özün заранее, если честно, ну, за гики харум, Аллах иши хавазим ацуш. Посмотрим, ничего. Да, мы желаем тебе победы. В любом случае, уверен, вся база, малая Давай, база давай. будет следить за этим. Идем дальше. Второй вопрос, опять же, из более такой спортивной тематики. Я обязан его озвучить. Вот скажи, пожалуйста, ты больше ударник или борец, или вообще на какой технике основывается твоя база? Вообще, какая у тебя вот стиль? Ударник больше всего. Я раньше боксом занимался, если честно. Ну, больше к ударке, если честно. Ну и борьба тоже нормально, ну, знаю. Ну, что-то элементы грэпплинга у тебя в любом случае какие-то да, фишечки. Там, да, уже дрался к этому виду. Ну, нормально. Идем дальше. Давай немного поговорим о жизни вне спорта. Скажи, пожалуйста, вот если бы ты не занимался спортом и не был бы спортсменом, чем бы ты занимался? Там, может быть, открыл свое дело, бизнес какой-то, или ты занимался творчеством, или просто работал бы, как я, например. Как ты думаешь, как бы сложилась твоя жизнь? Ну, думаю, я бы работал бы, если честно. Ну, сельское хозяйство, если честно, мне нравится. Ну, скорее всего, я этим бы занимался бы, если честно. Да и помимо тренировок я и этим занимаюсь, если честно. Ага, наверное, это что-то вроде твоей отдушины, да? Ну, да. Получается, Ну, да. расслабление, релаксация. Да. Более такой щепетильный вопрос. В принципе, из своего опыта вообще общения с людьми, особенно мира спорта, еще и контактного вида спорта,
знаю, что это действительно тяжелый вопрос. Скажи, пожалуйста, Анзор, как относятся твои родные, близкие, друзья, насколько я знаю, ты женат, супруга, как они относятся к твоим занятиям спортом, именно таким, ну, скажем так, действительно травмоопасным, Ну да. и как они относятся к твоим достижениям? Так. Задумался. Ну, давай чуть погромче, чтобы все нас услышали. Ну, если честно, мама не хочет, чтобы я занимался этим видом спорта. Ну, честно-то, Чгати Хахиба вид спорта травмоопасный, если честно. Ну, чуть уж я выбрал этот вид спорта, если честно, это мой выбор. Ну, систахаб санас. Ну, а когда очередная победа, что Ну, они говорят? радуются, уже все, молодец, там, Сидор. Выдыхает, да, Да, получается? да. Всё. А так, А вот отдельно все же давай, ну, я хоть сам не женат, мне вот, может, это больше интересно. Супруга что говорит? честно ты, она не хочет вообще. Изубалы там туда-сюда, изубалы у кассер. Ага. Понятно. Точно, короче. Все, тогда этот вопрос больше не продолжаем. Идем дальше. Вот скажи, пожалуйста, без спорта жизнь действительно будет не такой, как она сейчас есть. Вообще без легенд того или иного вида спорта, без грандов, так называемых, да, которые там новые приемы придумывают, новые стили, новые технологии, техники, тренировок разрабатывают и действительно мотивируют миллионы людей. Вот скажи, пожалуйста, вот из всех известных сейчас видов спорта, кто тебе больше всего нравится, кто тебя в чем-то мотивирует, кого бы там спортсменов, которые известны современные? В виде ММА и бокса. Вот во вся Честно ты, Мухаммад Али. Мухаммед Али. Да, Мухаммад Али. Ну, он такой. Ну, из всех спортсменов, он там, ну, Рацаката Раила, да, в умственном и физическом, и техникой, и хаге вообще, ну, чья-то скопхон, если честно. И бойко всегда совершенно. Майк Тайсон говорит скопхон, если честно. Да, согласен с тобой, да, Мухаммед Али это, конечно, Да. действительно грант Да. на все времена. Ну, не поверишь, очень даже приятно услышать такой ответ. Я в чем-то тоже очень интересуюсь его жизнью. Идем дальше. Есть ли у тебя какие-нибудь любимые такие фильмы там мужественные, там что-то тебе там нравится? Может, ты вообще мультфильмы любишь смотреть? Там? И какие-то цитаты, там, ну, афоризмы, которые там тебе нравятся, там, не знаю, там, пришел, увидел, победил, что-то в этом роде, что ты там себе говоришь и заряжаешь себя на то, чтобы начать что-то делать. А кино Хисвабхава историческое, ну, кино Галскош, Троя. Троя, ну, Троя. это очень хороший Шгяти фильм. Скопхид раз ващ нахуа, нынова. Шгяти Скопхид Троя. Ахиллес. Ага, да, очень красивый фильм, согласен. А по цитате что-нибудь, вот, что я понимаю, ты уставший, ты прям с тренировки, мы тебя попросили, чуть даже побеспокоили, за что тебе спасибо, что ты согласился, но постарайся, пожалуйста, вспомнить что-то вот интересное из цитат. Они по-любому у тебя есть в голове, я знаю. Так. Цитата. Ну, что вас спрашиваешь? Так, если вспомнишь, вернешься тогда. Ну, конечно, такой вопрос. Анзор, как ты планируешь вообще свою карьеру? Какой ты ее видишь? Планируешь ли ты ее вообще? Что тебя ожидает после этого боя? И немного, пожалуйста, хотя бы имя, фамилию, там откуда твой оппонент. Если честно, Рибой Сайайваз, там Лей Хюзничала, на контракт подписать с Чапарата Хаба Рибой, на Амштахила. Там 3-4 боя с Чапарыком, если я выиграю Лей Хюстон, вариант есть, там в ACB попасть.
Ага, В ACB, да. Есть вариант. Значит, цель все-таки ты Весь. ставишь в ACB Да, да, выступить. да, Ага. вариант Отлично, есть. желаем тебе успеха в этом. 3-4 боя Лайфюзен Хайайвас на ACB. Но надо сначала вот этот бой выиграть. Но это тяжелый бой будет, если честно. Да. Соперники Бзиб физически мощный. Белял Умаев Бехез. Угу. Белял Умаев. Да, Ага. очень хороший, если честно. А откуда спортсмен? Из Чечни, Из Грозного, Чеченской да. республики, ага. То есть, получается, он у себя дома встречу Да, проводит? да. Ага, понял. Заряженный будет. Да. Ну, абазинская кровь Ну, тоже, да, как известно. ладно. Но в любом случае желаем удачи. Белял Умаев я тоже для себя запомню, это тоже чуть поизучаю спортсмена. Идем дальше. Вот тут к нам поступает вопрос. Спасибо большое нашим редакторам. Дорогие друзья, кстати, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите их. Наши редакторы в любом случае это все нам перепишут, я их увижу. Вот есть такой вопрос, довольно такой, простите меня за мой сленг, хайповый, очень популярный, наверное, вопрос. Как ты знаешь, весь мир в апреле, если я не ошибаюсь, ждет долгожданный 3 раза срывавшийся бой двух спортсменов, как Хабиб Нурмагомедов и Фергюсон. А вот скажи, пожалуйста, кто из них тебе больше импонирует, и вот твой, ну, сейчас я слова подберу, аналитический взгляд, ну, наверное, сложно будет сказать, вот точно этот спортсмен, но вот к кому ты больше склоняешься, вот скорее да, чем нет? Бой Фергюсон и Нурмагомедов. Бой Фергюсон и Нурмагомедов. Ну, чуть бой хакер, если честно. Согласен. Ну, Хабиб сила, если честно. Ну, 50 на 50 борьбой. И Хабиб в партере хороший, и этот тоже хороший. Ну, чуть бой хакер, 50 на 50. Фергюсон стиль необычный, если честно. И во всех этажах он работает. Ну, очень тяжелый бой будет. Зрелищный бой. А ты будешь смотреть этот бой? Конечно. Да, наверное, с друзьями, спортсменами обязательно будешь смотреть. Хотел бы я оказаться в вашей компании в этот момент, окунуться в эту атмосферу. Вот есть еще такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вообще сколько лет у тебя стаж спортсмена? С 3 класса. С 3 класса, это примерно с 8 лет, да, получается? Да. 7 с 8 лет. Ну, я был боксом, если честно, лет 9 занимался. Ну, после 18 лет в ММА перешел. Все, я понял. А вот еще один вопрос. Ну, с какого вида спорта вы начинали? Что является вашей базой как бойца? Пишут очень грамотно вопрос. Ну, наверное, придется еще раз повторить. Бокс. Больше ударник. Да, бокс. Чисто бокс, короче. Но потом постепенно борьба, не борьба, панкратион, не панкратион, пошло-поехало. Друзья, еще раз напомню вам, если у вас есть вопросы, озвучивайте их, пожалуйста. В этот раз мы не будем, наверное, классические 60 минут, эфир у нас будет покороче, так как спортсмена нужно отпускать, чтобы он отдохнул, восстанавливался. Но при этом у меня есть вопрос. Я вообще, когда узнал, что 31 марта, правильно, состоится встреча, это, по-моему, суббота. Это, по-моему, суббота, потому что 1 апреля воскресенье. Скажи, пожалуйста, кто с тобой поедет, кто тебя будет поддерживать из родных, близких, там, тренерского состава, и вообще сколько человек всего на данный момент, я понимаю, всегда цифры плавающие, но на данный момент твоя команда и, грубо говоря, делегация Карачаева-Черкесии, сколько человек вас будет? И кто? Если честно, Шардавневаш. Ну, Зимак Сыхушин, Зима поименно, там людей очень много будет. Шардавневаш, сощаться с него, что на Хайрдин Шаев, Сануджар, близко Жив. Ну, Шардавневаш, тренер Тимур Жужуев, Неваш. У вас Сагум, где 1 апреля Рамазан Кишев, где из Вашталаев. Ну, Вашар, да, Да, интересно. Интересная у тебя группа поддержки. Если я не ошибаюсь, Назир Кадыжев тоже выступает. Да, по ММА он выступает. Но
Ну, значит, у тебя, скажем так, аналитическая поддержка тоже будет. Что Аллах Очень интересно, очень. Хотел бы я опять же попасть в этот коллектив. Идем дальше. Анзор, я честно признаюсь, я готовился к этому эфиру, ну, не мог себе отказать в удовольствии изучить твою биографию, и насколько я знаю, у тебя очень большая семья. Что? Расскажи нам немного, пожалуйста, о своей семье, сколько у вас братьев, сестер, кто чем занимается, увлекается. Так, у нас в семье 5 братьев и 1 сестра. Машаллах. Сестра, да. Ну, все работают. Там старший брат Музакир Цеков, он тоже по боксу выступал. Чемпион России, может, вы его знаете. Но он сейчас у нас в ауле тренирует. Ну, по боксу. Тренер. Ну, машаллах. Спортивная такая у тебя семья получается. Ну, все, если честно, все спортсмены. Раньше выступали кто по вольной, кто по боксу. Все. Ну, спортсмены занимаются. Женихи, там, семья у всех там. Что, но если честно, двое уже не женаты. Ну, и даргуш. Ага, понял. Вот к нам еще один вопрос, ну, пока не буду отвлекаться, ну, вопрос возникает из того, что ты сказал. Как так получилось, что ты, в принципе, Инжиччукун, мы знаем Михаила Заудиновича Чукова, это прославленный тренер по вольной борьбе. Вот как так получилось, что, в принципе, аул довольно такой ориентированный на вольную борьбу, но как так получилось, что ты пошел в бокс? Вот как тебя не затащили на ковер, а ты пошел на ринг? Ну, сам по себе, если честно, сантеез еще, да, сам сейслун, ну, бокс попхон. И то, ну, в это время Музакир Цеков, Дайсван, ну, Сашах, тогда, ну, вы потихоньку к себе притащили в бокс, ну, заинтересовать. Смотивировали тебя. Да. Ага, все понятно. Ну, в принципе, ну, можно даже так сказать, что результат получился хороший. Вернемся к вопросу. О, какой патриотичный вопрос. Абазинский флаг с собой возьмете? Анзор, вот громко скажи нам, пожалуйста. Еще под музыку? Ага, а какую песню планируешь? Аминат Напшавил, или плачла, или абазахатала. Ну, жиги, хоть далай хюзм бага кисхюшин, но абазаварат лахатала, что лай хюзм. Ну, что может быть лучше? Я больше чем уверен, что видео нарезка твоего выхода сразу разойдется по абазинским группам. Это будет что-то, наверное, что-то. Да, дай бог. Ну, значит, выход уже вы тоже красиво срежиссировали, спланировали, да? Уф, ну, остается тогда только ожидать и наслаждаться этим зрелищем. А флаг все, значит, будет. Атрибутика, символика, все будет. Все будет. Прекрасно. Ну, прямо, я не знаю, меня эмоции переполняют, это будет очень эпичный момент, я больше чем уверен. Идем дальше. Вот еще один вопрос. Где вы тренируетесь? Назар, скажи, пожалуйста, где ты базируешься, где вы занимаетесь? Честно, здесь факта. Город Сынзака Суасхан. Спартак апны тренировка шпит Сынзакам Суасхан. Ава бокс силь. Ава катки тренер Шарда Бара город ги. Город Тимура Жужиев тренировка серечпи. Спартак апны бясчпа. Все, значит, получается, в Черкесске занимаешься в Спартаке, а в Инжиччукуне в зале бокса. Что? Он, по-моему, там сбоку школы находится, да? Да. Ну, замечательно, в принципе, очень хорошо. Так, идем. Смотреть бой. Еще тоже вопрос. Что мы можем на это сказать? Я, конечно, понимаю, ты занят технической стороной, да, твоя задача сконцентрироваться, но, может, что-то можешь нам ответить. Матч боец, спутниковое ТВ. Да, Триголор. И Грозный ТВ. Грозный ТВ. Обязательно это покажу. Значит, дорогие друзья, запоминаем. 31 марта, в заключительный день первого месяца весны, включаем матч ТВ «Боец».
пакет, в принципе, я, насколько я знаю, базовые пакеты спутников ходят. И Грозный ТВ, ты что сказал. Да. Ну, по-любому без эфира не останетесь. Да, ну Онлайн да, плюс в любом случае эфир посмотрим, да, онлайн, достижения, выступления. Так, ждем тогда еще пару минут. Соответственно, у меня опять же есть вопрос к тебе. Какие у тебя есть параллельные увлечения помимо спорта? Ну, ты сказал сельское хозяйство, да, я понимаю, это расслабляет, это интересно, там общение с природой, общение с животными. Но помимо этого, может, есть какие-то другие у тебя увлечения? Ну, часто бывает такое, что человек 10 лет выступает, и потом выясняется, что он, оказывается, стихи писал, например. Или там, может, ты любишь там звезды считать, может, ты увлекаешься астрономией, может, у тебя там есть какие-то научные наработки уже. Вот расскажи, пожалуйста, вот что из перечисленного и не только мы в тебе в будущем можем раскрыть или узнать. Честно, ты с факта в свободное время занимался там. Пчелы с ног спизби. Ну, на лошадях люблю кататься. Ну, Лошади, да, увлечение да, лошади. да. Интересно, а дома держите вы лошадей? Да, да. Есть, да? Есть. Ну, я думаю, очень много наших зрителей тебя в этом увлечении поддерживают, потому что сейчас в республике возрождается очень хорошо, скажем так, конезаводчество, и очень много людей, даже я знаю, которые увлекаются лошадьми. Идем дальше. Вот такой очень интересный вопрос поступил. Как вы считаете, что главное для победы? Давай я немного расширю матрицу вопроса. Какие-то составляющие для себя приведи, пожалуйста. Там может настроиться, может еще что-то, может, как говорится, никогда не сдаваться. Ну вот, очень интересный вопрос. Психологически это настроено тут алратахаб, если честно. Это в первую очередь морально, поддержка ютахаб, чтобы тебя мотивировать урчпоата, чтобы ты заряженно выходил, если честно. Ну, казахатовая ситуация. Ну, это, конечно, да. Ну, насколько мне известно, я также смотрел интервью предыдущих лет. В принципе, всегда тренеры о тебе отзываются как о очень волевом спортсмене. Поэтому желаю тебе от себя лично, чтобы в самые нужные моменты это в тебе просто неистовой силой просыпалась Анзор, чтобы помогало. Еще один вопрос. Ну, не хотят тебя отпускать, видишь. Получали ли вы травмы? Очень такой, конечно, тоже щепетильный вопрос. Ты имеешь право на это не отвечать, это техническая сторона. Почему? Потому что, мало ли, может, кто-то из твоих будущих оппонентов нас сейчас смотрит. Поэтому право ответа остается за тобой, но если что-то посчитаешь нужным там прираскрыть, или там, может, какие-то интересные моменты были, когда ты был в шаге от чего-то такого. Ну, честно, тебе факт, что яншит, это тяжелый вид спорта, не без травм. Это 100%, там, то руку сломаешь, то сотрясение, там, ну, по-любому травма будет. Хочешь, не хочешь, яншуш. Ты же там не танцуешь, ты там в балет, там, ну, ты в мужском виде спорта занимаешься. По-любому травма, хочешь, не хочешь. Контактный спорт. Согласен, согласен. Ты Спасибо за такой ответ. Ну, мы тебе желаем, опять же, чтобы без травм, потому что здоровье, как бы, спорт это спорт, но сам понимаешь, как бы на Кавказе семья, продолжение рода, поэтому искренне тебе желаем, чтобы без травм, чтобы все тебя обходило. Вот есть комментарий очень хороший. Мы поддерживаем вас, Анзор. Спасибо редакторам, что они отправили. Это в такие моменты так приятно становится. Идем дальше. Еще один вопрос. Если успеют задать еще вопрос, продолжим. Если нет, то еще пару объявлений я сделаю и уже будем чуть сворачиваться. Анзор, такой вопрос. Что бы вы посоветовали мальчишкам и девчонкам при выборе вида спорта? Хороший вопрос. Вот тебя как спортсмена, которого, как я уже говорил, и в борьбу могли тебя затянуть, но ты пошел на бокс на первом этапе своем. И помимо этого всего, вот, твое экспертное мнение, в общем, скажем так.
Ну, адзецаю. Ну, лучше, я думаю, борьбу царгун ртяй. Вольная борьба. Вольная борьба, да. А почему ты вот так говоришь? Немного вот раскрой, пожалуйста, ход мышления. Ну, вольная борьба, это, во-первых, ну, замена группы мышц. Конечно. Все группы мышц, там можно и после войны на бокс пойти, там, ну, и шутохлапш, короче, и цуштина. То бишь, твой тезис в том, что спортсмены, занимающиеся вольной борьбой, разрабатывают полностью все тело, да, как каждая мышца задействована. Да, согласен с тобой. Так, Анзор, иншаллах, вы победите, мы вами гордимся. Большое спасибо. Анзор, в каком весе вы выступаете? Повтори, пожалуйста, еще раз. Может, человек только что присоединился к нам, не услышал. 61 сосед. 61. 61. Ну, если честно, я до этого на 66 выступал. Это будет мой первый бой на 61. Ну, уже 12 килограммов я как бы скинул. Ну, еще 4 килограмма осталось. Ну, да, ну, 61. Удачи тебе в этом процессе, сгонять вес. Я тоже, хоть у меня не продолжительная карьера спортсмена была, но я знаю, что такое сгонять вес, это тяжело. Ну, желаем удачи. 61 килограмм. Заявленный вес 61 килограмм, да, значит, вот ждем этого результата сейчас. Так, смотрим, в основном письма поддержки. Ну, что тогда? Вот, есть еще один вопрос. Расскажите о своих тренировках и как вы восстанавливаетесь. Вот здесь я опять же немного расширю. Помимо физического восстановления, да, там, ну, душ и так далее, как бы всем известно, именно морально-духовное восстановление есть какое-то, может музыку послушать, или там наоборот уединиться, там где-то там может книжку почитать, или там просто полежать. Вот расскажи, пожалуйста, весь процесс твоей релаксации и регенерации. Ну, гимцу мараса чкяту хахета, там тяжело, там, ну и целыджи. Я, например, ну, музыку не слушаю, я Коран включаю, я слушаю, и как бы духовно она меня насачивает. Духовное восстановление. Да. Очень интересно, спасибо. Удачи Анзору, пишут наши зрители. Спасибо большое. Ну что, давайте тогда чуть будем завершать. Время уже позднее, Анзору надо восстанавливаться. И, скажем так, совсем недавно у нас традиция зарождается. Какое у тебя будет пожелание вообще всем, кто, может, желает заниматься спортом или еще не знает, стоит ли этим вообще уделять время здоровому образу жизни. И в целом общее пожелание всем нашим зрителям. Мы знаем, что у нас не только абазины, зрители национальности, это нам очень приятно. Спасибо всем, что вы с нами. И твое пожелание в завершении нашего эфира, Анзор. Я тебе поддержка, отсутствие замаги. Заниматься шчпа. Я мало заниматься шчпа. Вольная борьба, бокс, разница гемом. Главное, занимайтесь спортом там. Ну ладно, замаги. Спасибо большое, Анзор. Честно, безмерно тебе благодарен, что ты нашел время, силы. Я понимаю, ты очень уставший, может, через объектив это не передается, но я прям чувствую, как у него местами даже мышцы дергаются, потому что видно, что он с тренировки, он такой уже на 150-м дыхании держится. Ну что, друзья, с нами был уроженец аула Инжиччукун, который 31 марта в городе Грозном будет выступать на турнире в Ахмат Fight Club. Анзор Цеков. Все будем смотреть, поддерживать. Не пропускайте, пожалуйста, если у вас есть возможность посмотреть, как он нам подсказал, это Грозный ТВ и матч Боец. Ну и у меня в заключение объявление. Подписывайтесь
на наш канал на YouTube, ставьте, включайте уведомления через колокольчик, будем рады вас там наблюдать, у нас очень много интересных рубрик. Присоединяйтесь к нам в Instagram, если вы еще не подписаны на нас, зовите, приглашайте друзей. Будем еще больше интересных эфиров создавать и транслировать. И еще раз пожелаем удачи Цекову Анзору. Искренне надеемся, что ты вернешься победителем, чтобы мы гордо в твою честь там и стол накрыли, и поприветствовали тебя, и чествовали тебя, чтобы вот, скажем так, уже получается ты в апреле же вернешься, чтобы вот апрель для нас начался с объявления, с такой хорошей новости, там, выраща, да, как говорят, о твоей победе. Поэтому большое тебе спасибо, что, друзья, всем хорошего вечера. До новых встреч. Бзила. Так, останься, пожалуйста, со мной. Вы вернетесь сразу после, 31-го же получается, бой, по-любому ты будешь отдыхать, давай. Вы ж не 1-го вернетесь, вы 2-го, может, что погулять. Не, честно, этот вопрос я не знаю, может и 31-го сразу выскочим, может и 1-го. 50 на 50. Там уже определится Шачпогов, но точную информацию я не смогу дать. Это да, как обычно бывает. Понял. Отлично, машаллах. Я честно признаюсь, у меня 31-го в Владикавказе